эта выставка у нас в музее, но, как говорит Сергей Петрович, это какая-то часть той выставки, которая была представлена в Республиканском медиа-центре. Но все равно мы сегодня, значит, познакомимся, он сегодня нам расскажет об этой выставке, да, и мы познакомимся с этой уникальной коллекцией. Конечно, его выставка, но интересная очень судьба у Сергея Петровича, я бы сказала так, да. Значит, он как коренной петербуржец и оказался волей судьбы у нас в Якутии. В первый раз он приехал летом 1968 года, это был июль месяц, он работал вместе с Геннадием Павловичем Любимовым, я все правильно говорю? Да, с Геннадием Павловичем Любимовым, они были по приглашению приехали правительство нашей республики и лично, ну не лично, а через Галину Михайловну Кривошапка. Я думаю, что у нас в республике нет человека, который бы не знал, кто такая Галина Михайловна. Да? Вот. И они здесь проработали буквально месяц. И, как говорит Геннадий, очень извиняюсь, как говорит Сергей Петрович, работали прямо с 9 утра до 8 вечера. Да. Мы с ним, с Сергеем Петровичем беседовали, поэтому у меня все пересказано. Ну, хочу познакомить вас, да, с Сергеем Петровичем. Расскажите, что о своей биографии. И, думаю, всем будет интересно узнать, за что вы любите Якутию и почему вы так долго здесь задержались. Спасибо. Ну, во-первых, я хочу поблагодарить за теплые слова Евдокимовна и поблагодарить тех, кто пришел. Спасибо вам. Ну, отвечая на вопрос Евдокимовны, значит, чем я занимался в Якутии? Ну, когда я приехал, к сожалению, пришлось мне пойти немножко по другой направленности. Связано просто было банально с тем, что нужно было жилье, поэтому мне пришлось отказаться от тех приглашений, которые были со стороны радио и телевидения. Я пошел в энергетику. В энергетике, в общем-то, я был мастером связи, обслуживал наши УУСы, работал в северных сетях. Представляете, что это? Да. Все УУСы. И начал меня, так сказать, вращать якутскими людьми. И как вам якутская Якутия? Потому что вы так долго здесь задержались. Вы знаете, сначала я не понял, особенно такие вещи, как, например, Соломат. Ну, непонятно для меня было. Казалось, что туманная каша. Ну, прекрасно приготовленное мясо. И продукты, так сказать. Ну, в общем, очень понравилось. Ну, я сказал, сразу 18 крупнейших предприятий. Долгое время там работал. До тех пор, пока, значит, меня не пригласил Спартак. И, Сергей Петрович, ну и, естественно, мы все пришли, чтобы именно говорить о вашей коллекции, да? Спасибо большое за рассказ.
Да, было очень много, народ был, я бы сказал, даже немножко более интеллектуальный, чем сейчас. И официальных коллекционеров было 300 человек. 300. А сейчас? Сейчас 10. Да вы что? Российская Африка – это не более такой серьезный раздел. История о своей Африке, да? Да, свои исследования. Да. Краткий план мелким шрифтом занимает страницу. План. Видите, вот здесь вот план показан. Это вот для вот такой вот экспозиции. А там страницу занимает. Значит, название и такое общее Республика Саха, надпись, и как бы пейзаж. Значит, и вот, соответственно, план, о котором я говорил. Значит, открывает экспозицию конверты о вхождении республики в состав России. Их собирать, коллекционировать интереснее и важнее, чем, допустим, фотографии. Каждый конверт или каждая почтовая карточка является официальным государственным документом. Вы можете, имея, допустим, негатив, пленку, напечатать столько, сколько вам хочется, а вот с конвертом или с почтовой карточкой этого сделать нельзя. Они издавались в середине прошлого века, люди покупали, потом кому-то рассылали, где-то дома складывали и, как говорится, потом теряют, и они становятся уникальными. А по ним как раз можно изучать историю. Вот здесь мы и видим, что первый юбилей, который был выпущен, соответственно, конверт, 40 лет Якутской ССР. Управление Федеральной почтовой связи. То есть они вместе берут штемпель и ставят на конверт. Это называется кошелек. А не все календарные, допустим, вот видите, вот календарный штемпель, а это спецгашение называется. У меня очень большая коллекция космоса. Да вы что? Да, Ну, очень я большая. поэтому говорила, у вас вот и космос есть, и Арктика есть, да, еще что-то. Православие вы говорили. И православие, да. Вот. Ну вот, допустим, первый спутник, да, вот, естественно, гашение. И по-алеутски тоже знаю. Да, да. И по-якутски тоже. Когда здесь работал. Вот это интересная карточка. Это первый самолет в Якутии. 25-го года. А? В 25-м году. Да. Совпич самолет. А вот Это карточка прямо 20 какого года? Нет, карточка современная. Современная. Посвящена тому Посвящена. событию. 90 лет. Да. 90 лет. Это 90 лет авиации, да. А вот И там наоборот есть. рядом конверт вот стоит очень А старый. сейчас я вам скажу, да. Вот, и на обороте есть, соответственно, штемпель 90 лет авиации Якутии. А вот это вот конверт вроде бы простой, да? Да. Ну, не просто. Самолет Не не значит, два. что не просто. Вот. А чем он непростой? Очень мало кто знает вообще, я с людьми сколько разговаривал, очень мало кто знает. Самолет Ан-2 был разработан и выпущен. Как вы думаете, для чего? Для почты. Для Якутии. Именно для Якутии. Именно для Якутии. Да? Да. А почему? Впервые самолет был разработан и выпущен для Якутии. 25 плюс плюс. То есть теперь уже этого штемпеля не существует, поэтому это исторический артефакт. Сколько конвертов так гасит? Кто? Ну вот эти, кто гасит. Кто гасит? А кто гасит, это у кого какой интерес? Если вы хотите погасить стошку, пожалуйста, гасите. Да, просто оставляют свои автографы. Вот. А потом, пожалуйста, штемпель на столе, гасите сколько вам захочется. Но в тот день. Да, конечно. Нет, в тот день, потому что в любой день уже не найдете штемпеля. Не Мария, как она везде писала.
писали раньше. Их зовут не Мария, как раньше писали, Ага. а Татьяна. И вот первые геологи, которые, так сказать, Оленев, это все, видимо, они открыватели месторождений. Они же помогали вот этими оленями. Конечно. Посмотреть, да? Я выставил, но где? Здесь совсем, здесь даже этого зала не хватит. Да. Зала не хватит. Мария Константиновна, она из сестра? Это просто для меня опять было непостижимо. Как я не могу понять эти гашения, я ничего не могу понять. Вот только вот это тоже. А мой брат, Дмитрий, работал у него молодым его штат. Вот что интересно, да, как рассказывал Алексей Петрович, да, в 1968 году они в июле месяце приехали сюда, в Якутск, по приглашению правительства, по приглашению Галины Михайловны Кривошапко, да, и на нашем в студии радио вот фотографии, можно еще фотографии Сергея Петровича, а потом фотографии Галины Михайловны и Золотую Книжку Крымского, да. Вот я нашла очень интересную фотографию Сергея Гавриловича. Это фотография Бориса Павлова. Знаете, нет? Бориса Павлова. Нет, Галина не знает Бориса Павлова? Это, мне кажется, Калаш. Мы вот Сергею Петровичу даже несколько слов не сказали, да, что мы находимся в литературном музее имени Платона Аюнского. Мы сразу начали говорить, конечно, да? А так мы находимся в музее имени литературном музее имени Платона Аюнского. Вот у нас тоже фотография из фондов музея Сахатеатра. Это, значит, вот Анна Ивановна Гоголева стоит, да, тоже вот дочь Ивана Гоголева, писателя, вот, который написал пьесу на Арсоке. Это была легендарная просто постановка, и тем более в исполнении Гаврила Кольского, да? Вот конвертов по хранению нашей большой истории, республики, страны, что вы так внимательно, что так каждой детали, каждому событию, каждому лицу. У вас самая большая коллекция по истории Арктики. Это же замечательно. Мы рады и горды, что побывали вы здесь, что представили нам. Это только часть большой коллекции. Да. Но вы ведете огромную работу. Спасибо вам большое. Желаю вам здоровья, дальнейшей плодотворной работы. И мы выражаем большую вам благодарность за большой вклад в сохранение и пропаганду нашей большой великой истории Якутии. Все, спасибо. Фотографируйтесь, Анна Ивановна. И экспозиция, вот сейчас Российская Арктика, экспонировалась на 4 международных форумах. Ну да. Можете себе представить? Да, конечно, такая... Международный форум. Да. Вы покорили Но- там всех, но я тут так другое. не уверена. Я на нем важно, то есть то, что я хотел выразить, что я единственный вот якутянин, да, представитель Да. Якутской республики, единственный в России, Да, которого приглашают на эти форумы. да. Вот я и говорю, Международный. это ваша преданность Вот последний Якутии. форум в Архангельске 3 президента Швеции, Норвегии и Путин. Да вы что? Швеция, Норвегия. Ну, международный Путин. форум. Путин. Причем приглашают не просто. Вот я не зря взял с собой вот письмо. Письмо подписано генеральный директор Росконгресс. Росконгресс — это вот фирма при президенте, которая организует все международные эти мероприятия крупные. И здесь, уважаемый Сергей Петрович, просим вас. Да, великолепно, И конечно, везде, что где вы в России. представили нашу республику. Да, 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 якутянин, вы наш якутянин.